изменилось, но закон был первый раз изменен в пользу небольшого, но увеличения полномочий местных органов самоуправления. Конечно же, вопросы КРУ я полностью согласен с Адгуром Амирановичем, мы этот вопрос тоже ставили и в дальнейшем будем ставить. При этом в созыве парламента тоже ведется разговор, но еще не был к ним отправлен документ. Контрольно-ревизионное управление действительно должно быть подчинено местным органам самоуправления. Это не без привязки к личности. Сама система должна быть так выработана. Сам механизм должен работать правильно. Когда механизм системы сдержек и противовесов направлен в одну или другую сторону, это всегда нехорошо. Сегодня мы достаточно эффективно, на мой взгляд, стараемся работать вместе с администрацией, понимаем друг друга. Но завтра может смениться мэр, может смениться новые депутаты прийти на наше место. И сама система должна работать правильно, не в привязке к личности. У нас вопросы, потому что сегодня мы действительно утверждаем должностных лиц администрации, ведущими вопросами, исходя из 15 статьи, разных направлений. Но из этого вышли, например, начальники муниципальных учреждений или муниципально-унитарных предприятий. На мой взгляд, сегодня ту роль, которую они выполняют в улучшении города, она достаточно большая. И потому собрание должно с ними взаимодействовать более плотно. Для этого улучшения совместной работы, конечно, необходимо эти вещи в законе прописать. Мы с этим тоже будем обязательно выходить с этой инициативой. Сказать о том, что в 15 статье есть часто вопросы в нашем законодательстве, которые не урегулированы. Для нас, наверное, не для каждого не является это секретом. Наверное, надо по неурегулированным вопросам местного характера дать полномочия собранию, если это не противоречит нынешнему законодательству по внутренним вопросам, принимать самостоятельные решения. Сегодня такого пункта в 15 статье, к сожалению, отсутствует. И те вещи, которые не проработаны законом, даже местного характера, мы не имеем права такие решения принимать. Еще была у нас идея, хотел и вас тоже, кстати, выслушать по ней. У нас, к сожалению, в последний момент, понимая, что данная инициатива в парламенте не пройдет, мы ее убрали. По резерву местного самоуправления. Зачем он создавался, вообще в двух словах я расскажу. Вообще местное самоуправление у нас это что? Это самостоятельная деятельность граждан по решению своих каких-то внутренних вопросов местного характера. Мы хотели вовлекать эффективнее всех граждан в решении своих вопросов. Часто бывает, что нужен первый такой триггер, толчок для местного населения, чтобы они занялись какими-то вещами. Мы предлагали сделать небольшой резерв, деньги, на которые можно будет в районе 1% от местного бюджета, деньги, которые можно будет тратить не только на строительные материалы, все остальное жители должны были сами осуществлять. То есть у него во дворе есть ямка, им предоставляется цемент, там сетка нужная, они сами, жители, собираются, делают. Это не заменяет орган исполнительной власти. Орган исполнительной власти как занимался своими вопросами, так и в дальнейшем должен заниматься. Это лишь повышает вовлеченность людей в решение своих задач. Когда они понимают, что у них есть самостоятельно какие-то рычаги, они больше начинают вовлекаться, где-то начинают совместно сами выходить, придумывать новые идеи какие-то, что им нужно, где-то сами будут собирать даже деньги и делать. Мы должны людей больше вовлекать. И последнее, наверное, что хотелось сказать с точки зрения изменения законодательства, что непонятно. У нас в 80-й статье написана очень интересная формулировка, статьи Конституции, извиняюсь,
что органы местного самоуправления владеют, пользуются и распоряжают муниципальной собственностью. Но в законодательстве нигде в дальнейшем эта норма Конституции не расшифрована. И есть даже среди многих юристов непонимание, что имелось в виду в этой Конституции. Конституцию у нас менять нельзя. Конституцию нам менять нельзя, но при этом, наверное, законодательно надо эту норму раскрыть, что это имело в виду. Ты когда говоришь, я знаю, конечно, мы... Когда ты говоришь, что закон там был в палате в первом чтении принят, да, ты сказал? Нет, закон частично прошел у нас, какие-то вещи... Нет, не прошел. Да, какие-то... Да, ну, мы понимали, что... А уточнение 80-й статьи Конституции есть там в этом проекте закона? По 80-й статье в этом проекте нету, это более... Что мешает это все? Это мы подготавливаем сейчас, также работу и с депутатами ведем, потому, знаете, у Маркса была очень интересная фраза: идея становится силой, когда она владеет массами. Потому мне всегда интересно узнать и ваше мнение по этому поводу, как вы к этому относитесь.